В эфире программа «Актуальное интервью». У нас сегодня в гостях Арби Чужигаев, педагог-психолог. Сегодня мы говорим на тему, насколько все-таки важна психология в среде образования, среднего, высшего и так далее. Арби Машво. А как бы вы описали роль психологии и педагогики сегодня? В современном обществе, это самое, наверное, что ни на есть такая больная тема. Почему? Потому что работая в общеобразовательной организации, и помимо того, что еще я являюсь сотрудником департамента образования, как раз я начал этот путь с Ростовской области и уже до сих пор несу в Чеченской Республике, в общеобразовательной организации номер 13. Все прекрасно знают, что я участвовал, недавно стал призером конкурса «Педагог-психолог 2025». И возвращаясь к тому вопросу, который вы задали, огромную роль. Почему? Потому что есть такие моменты, когда ребенок в школе, он закрытый, да? С ним нужно провести индивидуальную беседу. Индивидуальная беседа раскрывает этого ребенка. Но если он не может раскрыться, соответственно, есть диагностирующий инструментарий у психолога, который может уже глубоко копнуть и раскрыть его тайны. При помощи чего? Есть рисуночные тесты. То есть ребенок невербально показывает, насколько у него есть какой-то комплекс в том или ином направлении. Так вот. Угу. Почему так важно уметь понимать язык психологии в вашей сфере? То есть находить общий язык с ребенком. С ребенком? Да. Смотрите, ребенок же к вам не подойдет с проблемой и не скажет: у меня вот такая-то, такая-то проблема. То есть он ее будет носить в себе. Он будет думать, что это такая страшная проблема, которую нельзя рассказать ни родителям, ни родственникам. То есть сам психолог, опять-таки, при помощи инструментария, и доверительного отношения, вот это самый такой важный аспект, что в психологии самая главная роль — это конфиденциальность. То есть мы не имеем права рассказывать о чужой проблеме кому-либо без разрешения. То есть, соответственно, когда ребенок приходит на консультирование, после того, когда он вам поведал эту тайну, мы однозначно спрашиваем у него, можем ли мы рассказать родителю о той проблеме, которая у него существует. Только с его согласия мы имеем право уже идти на контакт с родителями. Арби, скажи, каждый ли педагог должен быть в какой-то мере психологом? Конечно. Мы знаем, что когда они учатся в высшем учебном заведении, соответственно, там есть дисциплина — педагогика и психология. То есть каждый педагог, он своего рода психолог. Но не в таком, конечно, контексте, что он может уже перейти на профиль психолога, педагога-психолога. А вот действительно он должен быть лоялен, он должен видеть проблему, он должен попытаться это решить. В школах это уже давно поставлено на рельсы, и я сколько раз уже замечаю, что в Чеченской Республике каждый учитель, он компетентен, то есть он обладает этими. Вы сказали о конкурсе всероссийском, который проходил. Расскажите о нем более подробно. Вы стали призером. В апреле месяце все прекрасно знают, в Чеченской Республике, что я, например, одержал победу абсолютную, и стал представлять на всероссийском уровне Чеченскую Республику. Это было 29 сентября. Из чего он состоял? Он состоял из 3 этапов. Это блиц-интервью, то есть, соответственно, задавались вопросы, связанные с психологией. Мне досталось направление профориентация. Это одна из наиболее таких важных и пиковых моментов в нашем сообществе современном. Почему? Потому что дети еще не могут определиться с профориентацией. Да, работа ведется, но, соответственно, выделяются определенные часы для того, чтобы ребенок смог определить и найти себя в жизни. Но не только по этим навыкам мы можем судить, кем он будет. Плюс еще, опять-таки, возвращаясь к работе педагога-психолога, она заложена в годовом плане. И мы работаем с детьми такими, чтобы он смог уже по окончанию среднего образования определиться со своей профессией. Вы сказали, что не могут определиться с профессией. Вот я, допустим, пробовал себя в 11 различных сферах. Но они же не подошли вам? Нет, вот 11-е телевидение подошло. Потому что вы шли к этому. А как может психолог определить на уровне скамьи? Есть диагностический инструментарий, ДДО, то есть это Климов. Там определенные есть направления, то есть чем ребенку больше всего нравится заниматься. То есть задаются определенные вопросы,
и они распределяются. Раньше это нужно было все при помощи бумажной, да, волокиты, все вычислять, определять, к какому относится направлению. Сейчас это все сделано, да, современные технологии нам позволили делать онлайн. И ребенок может определить при помощи вот этих вопросов, кем он хочет стать. То есть есть спектр определенных профессиональных каких-то вот этих софт-скиллов, гибких навыков, да, где он может себе дать. Но элементарно возвращаясь к тому моменту, почему это болевой такой момент. Давайте вернемся к тому, что за детей выбирают всегда родители. Да? Чаще всего. Да, это вот тенденция. Родитель захотел его увидеть, возьмем, стоматологом, а ребенок не хочет это. Соответственно, у него есть какое-то свое направление. Но родители не дают это ему выбора. То есть они сказали, ты будешь стоматологом. Все. Почему? Потому что, опять, у нас материальное почему-то ставится выше духовного. Вот и все. После того, как ребенок, отучившись, пускай там 6 или 7 лет, да, и устроившись на работу, она ему не доставляет никакого удовольствия. То есть профессия должна как-то по большей степени замотивировать ребенка, чтобы он в дальнейшем клиентную базу себе набивал, и чтобы к нему эта клиентная база шла с охотой. Потому что, во-первых, там много факторов влияет на то, чтобы к человеку мы могли обратиться. Это когда приходит вежливость, да, это уважение, это насколько вас быстро приняли, насколько все рассчитано до мелочей. Мы знаем, что по большей степени в больших клиниках у нас живая очередь. Для того, чтобы сейчас это систематизировали, сейчас можно записаться через МФЦ и, соответственно, попасть к тому или иному специалисту. А ребенку не дают этот выбор. То есть решают родители. А почему родители решают? Потому что это мечта того родителя, которая у него не осуществилась. И он пытается через ребенка ее осуществить. Вот видите, вот такой диссонанс получается. Ну да, действительно, это очень глупо. Это очень глупо, Это потому что неграмотно. некоторые мои знакомые, друзья пошли по этому пути. Я считаю, что они несчастливы в профессии. Вот вы, Арби, вы сами выбирали свою профессию? Я благодарен до сих пор своим родителям. Конечно, со мной мама, отца нет уже как 10 лет. Да, Родители мне сказали, это твой выбор. Пожалуйста, решай, кем ты будешь и куда ты пойдешь. Изначально, когда, будучи еще в 5 классе, я это отчетливо помню, я хотел стать, ну, как сейчас это неправильно звучит, я хотел стать милиционером. Милиционером? Да, ну, сейчас это полиция. Ну, со временем потом интересы меняются, потом юриспруденция, потом юриспруденция очень расцвела в Чеченской Республике. Да, это был, по-моему, год 2003 по 2007, наверное, каждый 5-й поступал туда, и я понял, что это не мое. И как-то невзначай мне попадается на глаза объявление, что ведется набор, да, в вуз именно по специальности психология. Подумав, поразмыслив и еще сделав определенные выводы, что психология набрала оборот за рубежом, соответственно, это перейдет сюда. И через какой-то промежуток времени, соответственно, я попал в ту цель. Почему? Потому что мне нравится общаться с людьми и в первую очередь с детьми, то есть работать с детьми. А еще такой интересный вопрос, это касается блогеров. Сейчас достаточно немало блогеров-психологов у нас появляется в информационном пространстве нашей республики в целом, я говорю про республику. И не ко всем есть такое доверчивое отношение. Что вы думаете? Вот что думают профессиональные психологи вот про таких блогеров-психологов? Ну, я за всех сказать не могу, я могу только сказать за себя. Почему? Я считаю, что наш век — это век, сейчас хотя бы это, я не люблю, конечно, этого слова, это такой дворовый сленг, век хайпа. То есть, если ты засветился, тебя узнали, и, соответственно, ты транслируешь. Что ты транслируешь, и они это принимают за чистую монету. То есть, по большей степени, они не опираясь на... Академические знания. Да, академические знания, и, соответственно, они транслируют свое. То есть, это пережитый опыт, то есть, какие-то домыслы. Вот такое. Так понимаю, что вы относитесь к блогерам, психологам ровно так же, как и я. Хорошо. Арби, еще один вопрос касается, насколько сегодня на разных языках разговаривают наши школьники? То есть вот этот разрыв между различными семьями, различными группами. Как семья в целом влияет на воспитание ребенка? Либо все-таки школа сейчас больше влияет на воспитание ребенка?
честно сказать, вот будучи, да, еще работающим в образовательной организации, семья имеет такой весомый вклад. Почему? Потому что мы прекрасно понимаем, я всегда сопоставляю воспитание, да, с фундаментом дома. То есть он закладывается откуда? От двух составляющих. Это родители. То есть как фундамент дома. То есть как его заложили, соответственно, он пойдет дальше. И школа, уже взяв готовый продукт, направляет на правильный путь. Авторитетом для ребенка по-любому будет являться отец и мать. Диарес Хеларби. Диарес Большое Хеларби. спасибо за то, что нашел сегодня время прийти к нам в гости, рассказать про свою сферу деятельности. И еще раз мы от лица телерадиокомпании «Путь» поздравляем вас с победой в Всероссийском конкурсе психологов, если я не ошибаюсь. Правильно? Да. Я напоминаю нашим зрителям, у нас в гостях был Чужигаев Арби, педагог-психолог.